Приветствую всех телезрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Ну и как вы, наверное, заметили, у нас сегодня вообще необычный выпуск, да, не с нашей студии на открытом воздухе, а мы сейчас находимся прямо в центре города у Талого озера. А почему так, вы узнаете далее. И сегодня здесь очень необычное такое мероприятие. Впервые здесь собрались очень много мастеров, проводят различные мастер-классы, показывают свои выставки, живая музыка и еще много-много другое. Об этом всем подробнее я вам расскажу далее. Ну и первый мастер-класс, который я здесь увидела, это мастер-класс по росписи из дерева. И знаете, я могу заметить, что очень много детей, вот это уже третья партия, как можно сказать, да, детей обучают рисовать на таких деревяшках, специально рассказывая, какой техникой лучше, да, какой краской лучше, чтобы изделие еще долго-долго радовало своего обладателя. Давайте узнаем. Мы сегодня проводим здесь мастер-классы по направлению роспись на деревяшках. Это брелки, значки, которые могут они изготовить сами своими руками. Специально после мастер-класса прикрепляем такие для значков, чтобы можно было. И брелки тоже прикрепляем все здесь. И они с собой забирают домой. С собой. Скажите, вот что за краска используется и насколько она долговечна? Это специальные акриловые краски, ну обычные краски, да? Продаются в любых художественных магазинах. Они довольно такие долговечные. Плюс их в том, что они хорошо быстро сохнут. То есть можно сразу нарисовать и унести с собой. Можно покрыть лаком сверху, чтобы она была вообще долговечна. Вот смотрю, вот тоже не могу оторвать глаз от того, как кропотливо дети работают. Скажите, какие вот в такие моменты, что у детей вырабатывается, помимо вот моторики? У них вырабатывается, во-первых, еще усидчивость. Когда дети сидят, работают над чем-то очень старательно, они учатся еще и внимательности, подбирать свои цвета. Это тоже вообще не возбраняется. Я не говорю им определенные цвета, они сами выбирают, какой цвет они хотят использовать. И так у них вообще развивается плюс фантазия. Скажи, почему ты выбрал именно эти значки и вообще понравилось ли тебе? Да, это мне понравилось. Эти значки мне тем понравились, то что это герб нашей Якутии, а это знаменитый космонавт. Что бы ты хотела добавить в якутский для себя, допустим, чтобы наш город расцветал, чтобы было интересно, чего не хватает у нас в Якутске, на твой взгляд? Ну, наверное, не хватает больше деревьев, там, цветов, или, может быть, велосипеды там в прокат, например. Второй мастер-класс, на котором мне посчастливилось самой присутствовать, да, в роли ученика, это мастер-класс по изготовлению изделий из гипса. Отрадно, что наш Якутск развивается, и в таких пространствах новых, да, вот можно заняться таким не только просто погулять, но и полезным видом. Например, сегодня вот мы учимся заливать гипсовые фигуры, и не просто слушаем, да, теорию, но и все делается в практике и совершенно бесплатно. Ну и, как я поняла, здесь есть несколько золотых правил. Во-первых, гипс, для того, чтобы создать эту жидкость гипсовую, нужно сначала залить воду и только потом гипс. Выбрав такую, допустим, как это называется, формочка, да? Силиконовая форма. Вот выбрав такую силиконовую форму, вот, возникает вопрос о том, сколько же мне замесить этого гипса. Так вот, есть такой лайфхак, оказывается, что можно сначала залить воду в форму и отмерить, и обратно ее переливаешь в мерный стакан и узнать, сколько там всего жидкости помещается. Это миллиграммовка и будет как раз-таки ответом, сколько же замесить нам гипса. Давайте начнем. Теперь добавляем полностью всю массу гипса. Да, вот на первый взгляд кажется, как будто гипса, правда, очень много. Начинаем вымешивать. Получается? Ага.
я могу заметить, что это одно удовольствие, помимо того, что я уже сама озвучила, да, запах. Мне просто нравится запах сырости, мела, да. Это очень увлекательно и даже медиативно, как вот отметил как раз-таки мастер. Еще нужно отметить то, что гипс полностью экологичный материал, он не токсичный, не вырабатывает никаких вредных веществ при работе с ним, не вызывает аллергии. И при реакции воды с гипсом происходит экзотермическая реакция, то есть изделие будет очень горячее. Но этого пугаться не стоит, потому что так просто реагирует гипс с водой. Давайте я проверю. Очень важно, чтобы размешалось все очень тщательно, без комочков. То есть первый признак того, что у нас жидкость полностью готова, это просто отсутствие комочков. Да. Краев. До краев. И желательно тонкой струйкой, да, и Да, сверху. Это для того, сверху. чтобы у нас кислород, воздух, Да, из раствора, чтобы ушли все пузырьки воздуха. Если слишком много пузырьков в растворе, это может быть чревато тем, что качество изделия у нас падает. Но ломкая, да, да, но скульптурный гипс, он хорош тем, что практически не образует пузырьков. Ничего, ждем. Так вот немножко можно постукивать. Смотрите, а они еще можно Да, долить? да, нужно доливать там до краев. Тут скамейка, по-моему, немножко ага, чуть-чуть буквально, да. Отлично, еще немножко можно. Все. Вот. Время застывания тоже зависит от производителя. Да, и вообще от очень многих факторов зависит, от температуры в помещении, от влажности, от циркуляции воздуха тоже зависит. Но в среднем порядка от 15 до 40 минут. Ну что ж, наступил наш момент X, и сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Одновременно с ним. Когда гипс уже застыл, начинаем аккуратно оттягивать края формочки. И вытаскиваем наше изделие. Аккуратно. Как-то волнительно. Давайте так сделаем, чтобы было видно. Прям тяну, да, спокойно? Ну, все. Красота. 1 час. Отлично. Такая прям... Получилась да, очень хорошая очень подставка красиво. для Подставочка украшений. для украшений. Как раз таки меня такой не было. И цвет, да, потрясающий. Он правда серый же? Да, это из-за того, что он пока влажный, Ага. а когда он подсохнет, изделие будет светлее, более такого белого цвета. И для того, чтобы она была прочнее, дольше не моралась, нужно ее обрабатывать. Да, покрыть грунтовкой и уже на вкус. Или лаком покрыть, или раскрасить красками. Мгм. Краски любые, да, можно и баллончиком, Да. и акрил, да? Да, но мне, например, больше нравятся акриловые краски. Акриловые? Да, Ага. такие Почему? насыщенные, Насыщеннее яркие. более. Поэтому можно рисовать, например, на таких заготовках. Да, Что-нибудь рисовать, там, орнамент наносить. Всякое разное. Мгм. Ну что ж, спасибо вам большое за такой потрясающий мастер-класс. Это мой первый опыт работы с гипсом, и я скажу, это прям большое удовольствие. Вообще такой фестиваль проводится впервые, и как показала практика, да, здесь очень много народу. Во-первых, здесь классная площадка для реализации молодых творческих людей. Допустим, сегодня до вечера будет живая музыка от молодых певцов и музыкантов, которые играют на различных музыкальных инструментах. А вообще хотелось бы отметить то, что вообще набережная Талого озера стала одним из самых излюбленных, любимых мест горожан. Вы только обратите внимание, как преобразилась площадка. Вот сколько здесь качелей, да, постоянно, круглосуточно, то есть доступ к ним. Помимо этого тут есть скверики, а в сквериках там есть и скамейки, и столы, фонари. Там тоже очень много скамеек, где можно просто посидеть, да. Я хочу заметить то, что здесь, видимо, все потравлено от комаров, то есть сидеть очень комфортно.
и доступ к этому всему круглогодичный. Как раз таки это и была задача организаторов, потому что здесь принципиально другое благоустройство среды. Вообще хочу напомнить, что благоустройство этого набережной озера Талая, которое проводилось в рамках регионального проекта «Комфортная городская среда» и национального проекта «Жилье и городская среда». Завершилась она в июле прошлого года. Вообще обновленная набережная, еще раз хочу отметить, это прямо отдельное такое пространство Якутска. Здесь даже реализуются такие современные художники, как граффити, да, вот вы можете сейчас как раз за кадром наблюдать за такой интересной инсталляцией, там вот девушка такая, похожа на аватар, тоже это все просто творческие люди, которые решили прямо в центре города какую-то осознанность внести в рамках фестиваля Олонхо. Благоустройство парков, скверов и набережных в Якутске дальше будет проводиться, уже проводится. Сейчас идут работы по очистке озер специальным устройством, о которых я как раз вам таки сейчас хотела бы показать отдельный материал. Петр Тастыгин тщательно проверяет оборудование. Сегодня впервые предстоит провести эксперимент по аэрации озера Сайсары. Это поршневый компрессор, благодаря которому вода принудительно насыщается кислородом. В процессе аэрации происходит дополнительное очищение воды, чтобы на дне водоема не скапливался ил и осадок. Поршневой компрессор, который может работать 24/7, 365 дней в году. И он подает воздух через резиновый шланг, дальше подключен садовый шланг. И дальше идет на конце шланга распылитель, который опускается на дно водоема и принудительно насыщает воду кислородом. Прежде чем начать аэрацию, нужно очистить озеро. Старые бревна, шины, строительный мусор, накопившийся за многие десятилетия, сделали свое дело. Озеро покрылось илом, накопился углекислый газ. Работник из Сайсарского округа с утра на ногах. Сколько весит вот такое колесо? Килограмм 20-25. Ну, сколько вот такого добра у нас в озере лежит? Много. Много всего. Мусора очень много. Водоемы в городах нуждаются в помощи человека. Даже небольшие пруды играют важную роль в жизни мегаполиса. В загрязненных озерах не могут развиваться даже бактерии, а они имеют важную роль для экосистемы. Кислород необходим в воде независимо от времени года. В такую жаркую погоду кислород глубоко проникает в водоем, тем самым обеспечивает оптимальные условия для всех его обитателей. Осенью аэрационная система активизирует самоочищение водоема. Это один из самых важнейших этапов подготовки водоема к зиме. Специалисты водоканала взяли пробы воды на химический состав, чтобы после проверки заселить озеро бактериями для восстановления микрофлоры. Постоянный мониторинг – важная часть работы по аэрации. Через 10 дней после установки аэратора проверим еще раз на биологию, идет ли очистка, улучшается ли качество воды. И будем постоянно проверять в химлаборатории нашей. В холодный сезон аэрационные работы нейтрализуют опасные газы, скапливающиеся под слоем льда. Активный приток кислорода весной помогает бактериям активизироваться и улучшить экобаланс водоема. Это опыт больших городов, они этим уже давно занимаются, восстанавливают свои пруды, содержат эти пруды в хорошем состоянии, так сказать, чтобы была нормальная флора в этих прудах. И я считаю, что мы должны реанимировать, сохранить и приумножить то, что мы имеем. Старожилы района Ирина Вячеславовна вспоминают, в детстве они купались в этом озере. Это было место встречи и отдыха. Теперь от этого остались лишь воспоминания. Была маленькая, я жила на Конечке, еще мы здесь с 30 какого-то года родители жили. У меня отец был начальником гидрометслужбы здесь. Вот. И это озеро было маленькое, мы купались в нем, я лично. Экологи отмечают, здесь водятся утки, значит, водоем все еще можно спасти. И, возможно, озеро Сайсара, как и прежде, станет местом для отдыха горожан, где раньше купались и катались на лодках. И даже появится утиное шале. Ирина Григорьева, Степан Тастыров, Якутск. А на этом я с вами прощаюсь. Смотрите News on Air в эфире телеканала Якутия 24 по будням в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире!